На шахте Воркутинская в работу введена новая система очистки воды. Впредь в работе обновленные насосные станции, резервуар, усреднитель и, что самое важное, новые реагенты для очистки. Необходимые средства на модернизацию предоставила одна из ведущих угледобывающих компаний России, деятельность которой и развернута в Заполярье. Подобная модернизация запланирована еще на 3 воркутинских шахтах и на Воркутинском механическом заводе. Евгения Кладкевич подробнее. Модернизированные насосы, а также новые установки для изготовления и дозирования реагентов. Эффективность очистки воды на шахте Воркутинская впредь вдвое выше. С помощью коагулянтов вся шахтная вода проходит многоступенчатую очистку. Чтобы сделать процесс эффективнее, в работу внедрили дополнительные реагенты. Их подача при этом полностью автоматизирована. В самом начале необходимые параметры в память устройства вводит оператор. Ну а далее уже дело техники. Операторам очистных сооружений придется все равно дозу-то, конечно, корректировать в зависимости от объемов и загрязняющих веществ, поступающих на станцию. Для нас это новый процесс. Мы давно такого не устанавливали на очистных сооружениях. В целом сложностей особых не возникло. Занималась этим подрядная организация. Ну и в ходе все моменты, которые получались, оперативно решались. Подземная система водоснабжения в Воркуте представлена несколькими шахтами. Вся вода из скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, откуда насосами уже в единую распределительную сеть. Шахтные воды предназначены преимущественно для производственных нужд. После использования их очищают и сбрасывают в водоемы. Использование современных реагентов и фильтров позволяет минимизировать объемы пагубных для экологии веществ. Ожидаемый экологический эффект – это снижение массы сброса загрязняющих веществ на 2,620 тысяч тонн. Прогнозируемый рост эффективности очистки воды на 50-60% выше по сравнению с ситуацией до реконструкции очистных сооружений. Реконструкция водоочистных сооружений запланирована и на шахтах Варгашорская, Заполярная, Комсомольская, а также на Воркутинском механическом заводе. Финансирование экологически полезной инициативы более 80 миллионов рублей обеспечила одна из ведущих угледобывающих компаний страны. Ожидаемый эффект отвода новых объектов, снижение загрязняющих сбросов почти на 2000 тонн. Финал глобальной модернизации запланирован на 2022 год. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.